В эфире итоговая программа новостей. Расскажем о главных событиях уходящего понедельника. В студии Василий Радченко. Здравствуйте. Смотрите в программе. Что с началом весны можно, а от чего по-прежнему лучше воздержаться? В Якутии отменили ряд ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Несмотря на улучшение эпидобстановки по коронавирусу в Алданском районе, врачи призывают не расслабляться. Здоровье могут пошатнуть сезонный грипп и ОРВИ. Очередные учебные тренировки пожарной эвакуации провели в Ленске. На этот раз объектом выбрали офис предприятия «Газпром Трансгаз Томск». Администрация Якутска окажет помощь пункту передержки безнадзорных животных. Исполняющий обязанности мэра осмотрел вольеры и увидел, в каких условиях сегодня содержатся четвероногие друзья. В Нюрнбергском театре кукол состоялся благотворительный показ спектакля «Человек». Его посвятили врачам, которые находятся на передовой в борьбе с COVID-19. Очень интересно, очень захватывает. Я такое первый раз вижу. Ограничения по режиму работы спортивных учреждений сняли в Якутии. Об этом в ходе брифинга сообщила замруководителя регионального оперативного штаба Ольга Балапкина. 1 марта указом главы Якутии режим повышенной готовности продлен до 15 марта. Однако для ряда организаций будут определенные послабления. Так, например, снято ограничение по времени работы для спортивных учреждений. Ранее они работали только в утреннее время. Контролировать соблюдение санитарных правил в учреждениях должны Минспорта Якутии и администрации районов. Также по 15 марта сохраняется режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Кроме того, на территории республики остается обязательным соблюдение масочного режима и социальной дистанции. Также Ольга Балапкина сообщила, что за минувшие сутки 40 новых случаев коронавируса выявили в Якутии. Из них в Якутске 28 заболевших, 3 случая в Мирнинском районе, 2 в Нерюнгринском. Единичные случаи выявлены в Алданском, Верхневилюйском, Ленском, Мигино-Кангаласском, Усть-Алданском, Хангаласском и Вено-Бытантайском районах Якутии. Кроме того, завершил работу коечный фонд в некоторых медучреждениях региона. В республике на настоящий момент свернуты и прекратили действовать реанимационные койки на базе Республиканской больницы номер 1 и Республиканской больницы номер 3. Основным ударным стационаром третьего уровня, соответственно, остается также нести свою ношу, так сказать, медицинскую, продолжает Якутская республиканская клиническая больница. И к врачам и медицинским работникам которых хотелось бы обратиться и пожелать им и терпения, и выдержки, и, конечно же, работы в новых условиях. А более подробно об эпидобстановке в Алданском районе расскажет наш корреспондент Татьяна Махнина. Чуть более 20 человек находятся на самоизоляции под медицинским наблюдением. Несколько пациентов получают лечение в стационаре. Таковы данные Роспотребнадзора по Алданскому району на первый день весны. На сегодняшний день у нас стабильно идет снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекции. Под медицинским наблюдением находится всего 21 человек и 5 человек находятся в инфекционном отделении. Состояние стабильное. Эпидемиологическая ситуация по распространению новой коронавирусной инфекции в Алданском районе характеризуется положительной динамикой. Вновь выявленных случаев заболевания становится меньше, у большинства пациентов инфекция протекает в легкой форме. В настоящее время завершен второй этап вакцинации. Ожидается поступление очередной партии вакцины. Сегодня заканчивается второй этап вакцинации. Уже привиты первой партией, которую мы получили в количестве 900 доз, уже получили второй компонент, эти 900 человек. И вот сегодня мы заканчиваем прививать 500 человек из второй партии. Будем ждать уже следующее поступление вакцины. Наряду со стабилизацией обстановки по COVID-19 наметился рост простудных заболеваний среди детей и подростков. Пока эпидпорог не превышен. Специалисты отмечают, что увеличение случаев простуды является сезонным. Пошел рост заболеваемости ОРВИ среди школьников и воспитанников детских садов. Поэтому стоит все-таки повнимательнее относиться к мерам самоизоляции, дистанцирования и пользования антисептиками.
На территории района продолжает действовать ряд ограничительных мер. Массовые мероприятия по-прежнему исключены. В общественных местах рекомендуется соблюдать масочный режим и выдерживать социальную дистанцию. Оперштаб напоминает о том, что к мерам предосторожности надлежит относиться серьезно. Самое главное сейчас – это сохранять те меры предосторожности, которые были объявлены в республике, соблюдать масочный режим. Часть сотрудников, в том числе граждане старше 65 лет, продолжают работать удаленно. Из этой категории к работе в традиционном формате могут быть допущены лица, прошедшие вакцинацию. С приходом весны вопрос укрепления здоровья становится особенно актуальным. Всемирный день иммунитета, который отмечают 1 марта, призван в очередной раз напомнить о важности заботы собственной иммунной системе. Петр Васильев продолжит. Первый день весны был выбран Всемирной организацией здравоохранения Днем иммунитета не случайно. Долгая зима, недостаточное количество солнечного света существенно ослабляет организм. Замедляется процесс обмена веществ, истощается запас витаминов и минеральных веществ, уменьшается сопротивляемость инфекциям. С приходами весны, во-первых, это уже в организме человека происходит этот авитаминоз, и человек все-таки уже в наших условиях, это длительные, это уже зима, сказывается большое. Это иммунная система человека всегда это уже подвержена это уже снижению. Она в основном зависит от своих предков. То есть наши родители, наши предки задают первый, этот уже залаживает фундамент нашей иммунной системы. Но в последующем это в нашей жизни иммунная система подвергается всяких это уже факторов. Это, во-первых, это экология, да, условия жизни, условия труда. И, кроме того, это уже болезни. Сталкиваясь в течение жизни с различными микроорганизмами, иммунная система человека развивается и накапливает опыт, чтобы эффективно отвечать на любое вторжение. Иммунитет ребенка несовершенен, процесс его становления длительный и имеет несколько критических периодов. Поэтому так важно начинать заботу об иммунной системе с самого раннего возраста. Но мы проходим обследование, стараемся ежегодно проходить. По идее, конечно, наверное, надо чаще. Витамины в обязательном порядке. Витамин D, С, цинк. Ковидная прививка – это спорный вопрос, которые они в календаре находятся, в обязательном порядке ставим. Золотой пилюли для поддержания иммунитета нет. Как отмечают врачи, здесь самое главное – это систематическая работа. Не забывать про свежие фрукты и овощи, про прогулки на свежем воздухе, регулярно употреблять витамины и по необходимости делать прививки. Сейчас очень актуальна проблема вакцинации к инфекции COVID-19. Мне хочется сказать, что это замечательная прививка. У нас уже вакцинировано определенное количество населения. Последствия этой прививки, они минимальны. Противопоказания там тоже минимальны. И большинство населения нормально перенесло эту прививку. Иммунная система человека – это сложный механизм. Главное помнить, его сила, равно как и наше самочувствие, примерно на 50% зависит от образа жизни, который мы выбираем. Петр Васильев, Григорий Охлопков, Якутск. В каждом регионе Дальнего Востока создадут штабы для координации программы развития до 2024 года. Подведомственное учреждение «Восток Госплан» будет заниматься мониторингом реализации мероприятий, говорится в сообщении. Нацпрограмма объединяет нацпроекты и отраслевые госпрограммы по развитию дальневосточных регионов. Она призвана повысить среднероссийские показатели темпов роста качества жизни населения, в том числе по таким направлениям, как повышение ожидаемой продолжительности жизни, снижение смертности, создание не менее чем 200 предприятий на территориях опережающего развития и свободного порта Владивосток, не менее 30 тысяч новых рабочих мест. Автоматическое продление пособий в размере прожиточного минимума на детей до 3 лет завершилось в России сегодня, 1 марта. Ранее, если день, когда ребенку исполнялся год или 2 года, выпадал на период с 1 апреля 2020 года по 1 марта 2021, выплата на очередной год продлевалась автоматически без заявления. Соответственно, если у вашего ребенка день рождения будет уже после 1 марта, то для продолжения получения выплаты вам придется собирать новый пакет документов, говорится в сообщении. Первое заявление подается сразу же после рождения ребенка. Желательно сделать это в первые 6 месяцев. Если подать заявление на 6-м месяце рождения ребенка, то пособие начисляется не только за текущий месяц, но и за 5 предыдущих.
Также с этого месяца все лицензионные данные водосчетчиков будут вноситься в единую базу. Поверка должна заниматься аккредитованная служба. Именно они будут передавать все данные в единую информационную систему. Дмитрий Тимыров подробнее расскажет о новом регламенте. Все имеет свои сроки годности, в том числе и измерительные приборы учета воды и газа. Многое зависит и от изготовителя. Ну, счетчики, они служат в зависимости от того, какая марка у него, какой завод изготовитель выпустил. И сроки указываются, срок службы счетчика указывается в паспорте. При покупке паспорта указан срок службы там 10, 12, 15 лет. Там. А межповерочный, 15, конечно, нет такого срока, потому что счетчики воды быстро выходят из строя, особенно горячего водоснабжения. Поэтому, чтобы не переплачивать за коммунальные услуги, нужно время от времени перепроверять работоспособность приборов учета. Если раньше за эту услугу выдавали бумажное свидетельство, которое нужно было передавать в управляющую компанию, то с этого года ничего предоставлять не нужно. Все переходит в цифровой формат. Сейчас по новым правилам все эти сведения должны передаваться в ГИС-Аршин. И потребителю сейчас не нужно обращаться в компанию и нести вот эти вот все данные, потому что управляющая компания обязана сама посмотреть, была ли проведена поверка. И не обращаться к потребителю: вот дайте нам какие-то бумаги, подтверждающие законность, что у вас расчеты можно проводить по вашему счетчику. Сегодня услуги по оценке работоспособности измерительных приборов начинаются от 500 рублей и выше, а установка нового счетчика от 1200 рублей. В эту цену включена и стоимость самого прибора. Услугу поверки я делаю по истечении каждого срока, чтобы показания счетчиков были верны, чтобы я не переплачивала за коммунальные услуги. Теперь, значит, удобно, что с приложением в ГИС-Аршин, что я могу не посещать управляющую компанию и увидеть все свои поверки, и также управляющая компания может проверить, поверены у меня счетчики. Специалисты напоминают, необходимо обращаться в лицензированные компании, которые занимаются оценкой и установкой приборов учета. Так вы избежите переплаты и услуг мошенников. Оказывается, случается и такое, что устанавливают якобы новые счетчики, но у них уже вышел срок годности. Приходится менять, либо оплачивать коммунальные услуги по повышенной ставке. Дмитрий Тимыров, Семен Семенов, Якутск. Очередные учебные тренировки пожарной эвакуации провели в Ленске. На этот раз в офисе предприятия «Газпром Трансгаз Томск». Как прошла проверка навыков, в следующем материале. Пожарно-тактические учения прошли в вахтово-жилом городке предприятия «Газпром Трансгаз Томск», который предназначен для проживания приезжающих специалистов, работающих на магистральном газопроводе. Жилой комплекс на 150 мест совсем недавно введен в эксплуатацию, поэтому пожарная тренировка стала для сотрудников предприятия первой. Это первый раз у нас, как объект сейчас начал работать, мы провели. Тем более в масштабах учений гарнизона, дежурный персонал немножко волнуется. Но у нас разработана инструкция, она у нас утверждена. Они все свои действия знают, с ними проводится обучение. Предварительно мы все это обговорили. Я участвовал в данной первой тренировке как опытный, для того, чтобы показать своим работникам, как правильно действовать. По легенде, было выбрано место предполагаемого пожара. Это номер люкс на втором этаже здания. Работники, обнаружившие пожары, запустили систему оповещения и сообщили в пожарную охрану. Около 2 минут потребовалось для эвакуации персонала. После эвакуации сотрудники предприятия до прибытия первых пожарных подразделений приступили к отработке действий по тушению пожара первичными средствами. Так, действия своих коллег инженер пожарной безопасности оценил на 4 с натягом. Действия наших сотрудников, мы, конечно, готовились к этому мероприятию. Где-то на 4 можно с натягом, все ошибки мы учтем. Подоспевшие пожарные расчеты тщательно проверили здание и начали работу по тушению возгорания. На тушение пожара было задействовано 8 единиц техники, в том числе 31 человек личного состава. Данные учения проводятся для того, чтобы отработать все способы тушения пожаров. Также отработка привлечения сил и средств на данное тушение пожара. Также посмотреть работу добровольных пожарных дружин на данном объекте.
По словам начальника 2-го пожарно-спасательного отряда Вячеслава Бушуева, все силы и средства отработали в штатном режиме. Оценка всем хорошо. Безопасность людей является основной задачей предприятия, поэтому тренировки проводятся в разное время года и не только с привлечением сотрудников МЧС, но и самостоятельно составом предприятия под руководством инженера пожарной безопасности. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Администрация Якутска окажет помощь пункту передержки безнадзорных животных. Исполняющий обязанности главы города Евгений Григорьев осмотрел вольеры и увидел, в каких условиях четвероногие друзья содержатся сегодня. Какую помощь окажет мэрия, узнал Юрий Осипов. Сегодня в городском пункте передержки находится 209 собак. Как нам сообщили, отловы проводятся ежедневно. В день сюда попадают от 10 до 16 животных. А сейчас начался выпуск тех из них, кто уже прошел стерилизацию и вакцинацию. Всего должно быть выпущено 142 собаки. На сегодняшний день дела обстоят нормально в среднем. Сложности в отлове сейчас, которым мы ежедневно занимаемся. И, естественно, если отлов большой, то это размещение собак в пункте передержки. Для этого мы строим новые вольеры, поднимаем, дополнительные места увеличиваем. Условия содержания питомцев пункта передержки оценил исполняющий обязанности главы города Евгений Григорьев. Он отметил, что несмотря на то, что в целом содержание животных удовлетворительное, однако очевидно, что пункту необходима помощь. Мы должны понимать, что собака это раз и навсегда, до конца надо ее брать. Нельзя брать собаку на летний период для того, чтобы жить на даче, а зимой отпускать это неправильно. И по сложившейся вследствие этой ситуации сегодня нужно усилять работу пункта передержки животных. Мы будем оказывать помощь благотворительному фонду. Приняли решение, что окажем помощь в транспорте, дополнительно выделим. И надо здесь уже дополнительно выстраивать вольеры, чтобы можно было больше принимать собак. Евгений Григорьев подчеркнул, что помимо бездомных животных дополнительную опасность создают хозяйские собаки на самовыгуле. И в целом разрешить сложившуюся ситуацию можно только повысив ответственность владельцев животных. Юрий Осипов, Владимир Павлов, Якутск. Как помочь ребенку выбрать востребованное дело жизни? В Центре опережающей профессиональной подготовки проходит День профессий будущего 2021. Цель – помочь школьникам открыть как можно больше возможностей при выборе своего будущего. В этом году мероприятие проходит в онлайн-формате на платформе Zoom, где зарегистрировалось порядка 7 тысяч школьников, студентов, родителей, преподавателей и всех тех, кто желает освоить новую профессию. Так, по традиции участников ждала насыщенная программа и интересные площадки, а также выступления экспертов. В течение всего дня до 18 часов проходили мастер-классы, вебинары, интерактивные игры и лекции. Профессия будущего – это то, что в ближайшей перспективе в нашей республике будет очень востребована и нужна для экономики нашего региона. Здесь представлены почти все отрасли. И мы сегодня будем говорить о том, как они изменятся с учетом современных технологий. Все профессии, которые сегодня будут представлены для школьников, родителей, они сформированы у нас с учетом мнений всех федеральных экспертов, которые у нас сегодня есть. Сегодня в Якутске состоялось открытие отборочного чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Обилимпикс 2021». Соревнования по 24 компетенциям в очном формате продлятся до 4 марта. Сюжет Алексея Лукьяненко. Конкурс профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в республике проводится с 2016 года. С тех пор требования к участникам растут, как и количество компетенций. Так, в этом году добавились визаж, поварское дело, парикмахерское искусство, веб-разработка и другие. Ребята очень активно принимают участие. Наши эксперты-компатриоты прилагают все усилия для того, чтобы ребята обучились не только профессиональному мастерству, но чтобы у них была гарантия будущего трудоустройства. Но самое главное, наверное, все-таки, что сами студенты, участники, они проникаются, наверное, вот этим чемпионатом духа, и отсюда, наверное, победы, которые у нас уже были. Первое, это работодатели смотрят, как ребята умеют, какие у них компетенции есть. И второе, смотрят, это какое оборудование нужно, инклюзивное именно, да, и это им помогает экспертам, даже работодателям учиться создавать такие условия у себя на предприятии. Тут
несколько основных направлений Обилимпикса. Да, это первое, ну, сам чемпионат, это понятно. Потом трудоустройство и вот профориентация. Всего запланировано участие 145 конкурсантов, 120 экспертов и около 60 волонтеров. Уже с завтрашнего дня они начнут конкурсные дни в очном формате с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Участники разделены на 3 возрастные группы – школьники, студенты и специалисты. Каждой категории свои требования. Что же включает у нас конкурсный день? Это модуль ресторан и модуль бар. По модулю ресторана у нас складывание салфеток и сервировка на 4 гостей. Модуль бар – приготовление 1 коктейля на 2 порции. Подведение итогов и закрытие чемпионата состоится 5 марта в Якутске. Победители получат возможность побороться в финале Обилимпикс 2021, который состоится в Москве. Алексей Лукьяненко, Григорий Николаев, Якутск. Парк культуры и отдыха благоустроят в Нерюнгри в этом году. Проект предусматривает разделение части общественного пространства на несколько зон. Это аттракционы, аллею детства, зону воркаута с обустройством соответствующей площадки и зону тихого отдыха. Также предусмотрено обустройство фонтана, говорится в сообщении. В настоящее время заключен муниципальный контракт на общую сумму более 43 миллионов рублей, из которых 39,5 миллионов федеральные. Работы должны быть выполнены до конца 2021 года. Памятник дворнику в Якутске включили в энциклопедию самых необычных скульптур России. Энциклопедия создана по итогам всероссийского конкурса «Скульптура». В нее вошли объекты из 85 регионов страны. Все 100 участников получили свое место в энциклопедии и на интерактивной карте самых необычных памятников России. Для каждой зоны объемные модели, чтобы их можно было рассмотреть с разных сторон, а также узнать интересные факты. Напомним, ранее якутский памятник дворнику вошел в 6 самых необычных скульптур страны. В Нерюнгринском театре кукол состоялся благотворительный показ спектакля «Человек». Он посвящен врачам, находящихся на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией. С подробностями Ирина Кичигина. В декабре прошлого года работники театра кукол присоединились к программе «Волонтеры культуры», создав добровольческий проект «Доброе дело». Первые, кому было уделено внимание, это медицинские работники. Специально для них был организован показ спектакля «Человек», на который любой мог прийти абсолютно бесплатно и отдохнуть от напряженной работы. Борьба еще продолжается, надо поддерживать наших медработников, быть с ними, помогать им тем, что хотя бы быть в масках, соблюдать весь режим. И вот наши волонтеры нашего театра вот таким образом отозвались на тот призыв, чтобы поклониться перед нашими медработниками. Спектакль был выбран не случайно. Он заставляет зрителя задуматься, кто он такой в этом мире, для чего он пришел на Землю, как достойно прожить этот краткий миг, который называется жизнь. Не зря эта работа Петра Скрябина была номинирована на премию «Золотая маска». Кому-то после просмотра необходимо время на осмысление, кто-то не скрывает эмоций, но ни один зритель не остается равнодушным. Я не знаю, сложно сказать, но мне очень понравилось. Спасибо большое актерам. Очень тронуты, очень глубоко и очень философски. Актеры и сама работа очень интересно, очень захватывает. Я такое первый раз вижу. Мои впечатления о спектакле, они неоднозначны, но я в восторге. Пока не могу даже сказать каких-то определенных, связанных слов, потому что переворачивает вообще какое-то мышление, представление, и диссонанс такой легкий. Очень здорово. В планах театра продолжать волонтерскую деятельность и оказывать посильную помощь пожилым, одиноким людям, а также всем, кому необходима поддержка в столь непростое время. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри. Потомственный коневод Дугуйдан Винокуров со своим родственником отправились в путь до Лондона. Экстремалам предстоит проехать верхом на якутской лошади около 15 тысяч километров. Изначально с Дугуйданом должен был отправиться в конный поход британец Никита Греци. Но из-за закрытия границ Никита пока не сможет принять участие в поездке. Он планирует присоединиться при первой же возможности. Проводили путешественников сегодня руководство Аймиконского и делегация Усть-Алданского районов. Конное убранство изготовлено умельцами со всего Улуса. Это мастера народных промыслов и ремесел.
На этом пока все. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки, держать социальную дистанцию. Спасибо за внимание и до свидания.